Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Сообщение о пятом совместном заседании Маджлиси Милли и Маджлис Намангон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва. Пятое совместное заседание Маджлиси Милли и Маджлис Намангон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва состоится 26 января 2021 года в 9:00 часов в зале заседания Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Сегодня состоялось очередное заседание Совета Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва и пятая сессия Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва под руководством председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали. Члены Совета Маджлиси Милли в целом обсудили 24 вопроса, в том числе 2 конституционных закона Республики Таджикистан, 18 законов Республики Таджикистан, а также проекты постановлений Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан о переименовании Шартузского района Хатлонской области в Шахритузский район, о подзыве Самат Зода от должности судьи Верховного суда Республики Таджикистан и о докладе Генерального прокурора Республики Таджикистан о контроле над точным соблюдением и единообразным исполнением законов на территории Республики Таджикистан в 2020 году. По результатам рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета были приняты соответствующие решения. На этом заседание Совета Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан завершило свою работу. Также сегодня под руководством председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе Рустама Эмомали состоялось 5-е заседание Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва. На сессии члены Маджлиси Милли приняли соответствующие решения об утверждении порядка работы, избрании секретариата и повестки дня сессии, состоящей из 23 вопросов. В ходе обсуждения вопросов повестки дня 5-й сессии Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан выступили с докладами председатели комитетов Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ прав и свобод человека, гражданина и законности Рахмон Дильшот, по аграрным вопросам занятости населения и экологии Курбон Хакимзода, по социальным вопросам охраны здоровья, науки, образования, культуры и молодежной политики Махмад Шох Гулзода, по экономике и коммуникациям Шарифджон Джумазода, по координации деятельности Маджлиси Милли с Маджлиси Намояндагон, исполнительными органами, общественными объединениями, средствами массовой информации и межпарламентскими связями Фархот Рахими, которые представили заключения отраслевых комитетов относительно рассматриваемых законов. Также в соответствии с повесткой дня 5-й сессии члены Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан после слушаний поддержали Конституционный закон Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Таджикистан о судах Республики Таджикистан, Конституционный закон Республики Таджикистан о внесении дополнений в Конституционный закон Республики Таджикистан об органах прокуратуры Республики Таджикистан и несколько законов Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в действующие законодательные акты Республики Таджикистан. В ходе 5-й сессии Маджлиси Милли по предложению правительства Республики Таджикистан был рассмотрен проект постановления Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан о переименовании Шартузского района Хатлонской области в Шахритузский район и единогласно принят членами Маджлиси Милли. По представлению президента Республики Таджикистан, постановлением Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Самадзода Турахон в связи с достижением предельного возраста отозван от должности судьи Верховного суда Республики Таджикистан. Также на 5-й сессии Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан был заслушан отчет Генерального прокурора Республики Таджикистан о контроле над точным соблюдением и единообразным исполнением законов на территории Республики Таджикистан в 2020 году. Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, уважаемый Рустам Эмомали, с учетом проводимых органами прокуратуры работ и анализа статистических данных о состоянии преступлений и преступности в истекшем году, потребовал от генерального прокурора усилить прокурорский надзор в направлении предотвращения вступления граждан страны в экстремистские и террористические партии, обеспечения информационной безопасности страны,
Также принять дополнительные строгие меры по снижению хулиганства, особенно группового, совершаемого подростками и несовершеннолетними с использованием холодного оружия, коррупционных преступлений, устранению фактов подлога и приписки статистической отчетности в сфере сельского хозяйства. Генеральной прокуратуре Республики Таджикистан поручено усилить деятельность в области контроля над точным соблюдением, беспрекословным и единообразным исполнением законов, выявления и устранения противоречий нормативных правовых актов, предупреждения, предотвращения и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми, незаконным оборотом наркотических средств, пресечения пыток, жесткого обращения и других актов, унижающих честь и достоинство человека в ходе дознания и предварительного следствия, в изоляторах временного содержания и учреждениях исполнения уголовного наказания, обеспечения соблюдения законодательства в сферах экономики, в частности, укрепления защиты прав потребителей и государственной поддержки предпринимательства, процесса миграции и охраны здоровья населения, предотвращения преступлений и других правонарушений среди несовершеннолетних, всеобъемлющего и всестороннего рассмотрения. Кроме того, было поручено, что необходимо принять действенные меры по повышению эффективности участия прокуроров в судебном рассмотрении гражданских, семейных, административных, экономических и уголовных дел, по реализации соответствующих мер в отношении судебных актов, противоречащих закону, и контролю над исполнением судебных актов, а также по предотвращению совершения преступлений и неуставных отношений в вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, приводящих к телесным повреждениям и гибели солдат. В завершении работы пятой сессии председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, уважаемый Рустами Эмомали, с учетом целей и приоритетов деятельности Верхней Палаты высших законодательных актов страны, поставил перед членами Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан задачу по усилению процесса реализации указаний и поручений Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, отраженных в нормативных правовых актах. В частности, членов Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан призвали наряду с разъяснительной работой, агитацией и пропагандой государственной политики, разъяснением и реализацией принятых законов осуществлять созидательные инициативы и патриотические планы на пути благоустройства и процветания страны по достойной встрече 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. На этом пятая сессия Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва завершила свою работу. 7 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в американском штате Огайо. Чрезвычайное происшествие произошло на железнодорожном мосту в городе Цинциннати, расположенном на юго-западе штата Огайо. В Нигерии бензовоз разорвался и загорелся на автозаправочной станции в Акборе. В результате 30 человек погибли, еще 17 были госпитализированы с различными травмами. В списке главных достопримечательностей Таджикистана числится сама природа, которая не оставляет никого равнодушным. Это многообразие природных ландшафтов, заснеженные горные пики, склоны, покрытые альпийскими лугами, хрустальные реки, бирюзовые озера, живописные национальные парки, целебные горячие источники и многое другое. А в недрах Таджикистана находятся месторождения серебра, золота, урана, алюминиевых и полиметаллических руд, драгоценных и полудрагоценных камней. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале и до встречи.